Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. В этой ситуации скидывают того же Яковлева. Говорят, вот Яковлев написал, что вот ближе чеберлоевский диалект, ближе к ингушскому и так далее и тому подобное. Якобы, что намекает, что чеберлои произошли от ингушей. Но проблема в другом. Тот же Яковлев написал, кто и как называл купчальги, допустим, купчики. Он написал, кого называли. И много чего Яковлев написал. Да, Яковлев без преувеличения, несмотря на то, что он является, опять же, евреем, написал много про ингушей. Он больше был знаком с ними, и друзья его были больше его. Но вы используете его и считаете, что материал его более правильный. Опять же, проблема возникает в другом. Когда мы начинаем искать у Яковлева, там очень много моментов, которых вам нелицеприятны. Это то же самое, что и у Багратиони, которого вы там, Вахушти Багратиони, которого вы там начали прославлять. И я вам в прошлом эфире зачитал, что он написал. Нелицеприятные вещи, которые оскорбляют, по сути своей, оскорбляют народы. Или тайпы оскорбляют, и женщин их оскорбляют. Я говорил и предупреждал, что не нужно делать ссылки на них. Почему? Потому что если вы ссылаетесь на них, оскорбляя нас, и пытаетесь как-то задеть нас, это в первую очередь вам навредит не меньше. Ни тот же Штендер, ни Гюльденштейн, или не остальные, Ян там Потоцкий, тот же Гробовский и тот же Ермолов, которые там некоторые восхваляют и любят его. Оказывается, что он там убрал работорговый базар. Опять же, как будто бы мы против того, чтобы... И самое интересное, мне понравилось, как пытались обосновать, кого там продавали рабов. Вот они делали, вот там нападали и так далее и тому подобное. Опять же, продажа рабов, продажа, захват их, это больше касается, конечно, может быть, не столько чеченцев. Эндари все-таки был международным местом по торговле рабов, от набегов и так далее и тому подобное. Что касается более слабых тейпов или нет, но это больше всего преувеличение. Вполне возможно, при какой-то кровной мести вот такие моменты могут быть. Но, опять же, тот же Ян Потоцкий рассказывает, что были случаи, когда обещали жениться на девушке, а оказалось, что ее продают еврею за определенную ткань, после чего она не выдержала и повесилась. И рассказав об этом, эти же моменты есть. Понимаете? Поэтому трактовать нашу историю не стоит кому-то из соседних регионов. Валлахи, я максимально придерживался и придерживаюсь до сих пор не влазить в дела соседей, соседней истории. Если не заходят ко мне и не начинают мне рассказывать там или показывать, что там кто-то что-то сделал или написал, мне приходится отвечать по тому, что многие из подписчиков начинают мне рассказывать о том,
Вот надо ответить, а правда ли это, а правда ли то. Опять же, несмотря на все эти разговоры, на все предупреждения, оскорбляют чеченские тейпы. Куда смотрят, я не знаю, Эрсной, куда смотрят Гунуай, Варандуай и все остальные, я не могу никак понять. Ну, по крайней мере, обоснованность этих слов, в чем оно является, кто их написал, где это обоснование. Нет, не трудно это самому их разоблачить. Но было бы проще и приятнее, если бы были бы рядом хотя бы. Я и сам могу разобраться, поскольку они-то врут, я это знаю. Поэтому оскорбления не остановились. Хотите проверить, можете посмотреть эти видео так же, как и мне прислали, вы можете. Да, начнут говорить о том, что это все неправда, его никто не слушает, вы знаете, нам не нужны такие, как они, и так далее, и тому подобное. Там, братья Ванюк и Питантош Душун, аж Питантош дала. Не поддавайтесь, там якобы Башлам является провокатором. Мне абсолютно без разницы, кто, когда и что говорит, если это не касается нас. Братство нужно поддерживать, но братство должно быть с обоих сторон. Как с нашей стороны, так и с их стороны. Если мне говорят, что ты должен там делать насихат туда и так далее, или мне, или Хасану Бакаеву. Вопрос, зачем мне делать насихат? Или Хасану Бакаеву? В чем? Чтобы мы не рассказывали свою историю? Во-первых, я никогда не говорил, что ни народ, что не отдельно. Давно сказали, 250 лет как разъединились. Живите сами. Процветайте, изучайте. Но не надо говорить, что чеченцы якобы не делали там, не являлись ни представителями чеченского народа, там не были дзурдзуки или не были кистец. Не говорите. Потому что вашу ложь опубликовать намного проще. С одной стороны, вы указываете про какую-то, грубо говоря, что австрийцы и немцы разные, и что каждый имеет право отделиться и на свою государственность. Но если вы говорите так, вам, извините, когда вы ведете речь о себе, мне дела нету насчет опасный, смелый, какой-то народ, и что выдает Google. Честно сказать, нету дела. Если вы в это верите, это хорошо, пускай будет. Пускай будет. Мне без разницы, кто там смелый народ и какой там народ. Абсолютно без разницы. Веришь? Мне без разницы. Это относится как-то к моему народу. Может ли кто-нибудь там говорить со мной, с нами там что-либо о смелости или так далее. Там. Мне дела нету. Валлахи нет. Поэтому я говорю, не вмешивайте сюда к нам людей, которые там есть, или наша история. Про свою историю я могу вам рассказать. По крайней мере, более или менее. Вот так. Ассаламу алейкум. Да, отвечу на вопросы, чтобы... Ассаламу алейкум. Можно вопрос? Говорю, да, можно вопрос. Скоро Новый год. Ты мог бы сказать, сколько у тебя на карте денег? Только честно. Странный вопрос. У меня на карте... У меня 3 карты. И на них где-то... Может быть 1700 или 2000 рублей.
Я не знаю, какое это отношение имеет про историю или вообще про что-либо, что я обсуждаю, но я сказал. Так, тема про нет, тема про нашу историю. Какая разница, что у него на карте? Я ответил, про смелых я не знаю. Я не забивал, какие смелые. Брат Аптишка пришел. Азура пишет, отдел фантастики, не знаю. Пантливый, не пантливый, не знаю. Башлам С9, я даяк спортив. Я не в спортивках, я в Олимпике. И я ее одел, потому что мне по кайфу. Я чихать хотел на ваши Эсде, Мезде и так далее. Сюет Эсдингел, Каус Хагарч, Валаха, Хаву, Лейса, Волчи Хаж, со Эсду Вацтахвордон. Ни больше, ни меньше. Да не хочет никто ничего прислать, Заур. Ты прекрасно знаешь, к чему эти разговоры. Валикум салам, Руслан. Руслан, я видел твой вопрос, где-то это было, насчет того, что радовался имам Шамиль, когда покорили адыгов. Честно сказать, Руслан, я слышал об этом, но подтверждение, Соварим. Цагасом Вашада. Я же не знаю, кто шутит, кто нет. Но я-то знаю, почему выдает ингушей как самого смелого. Я не знаю, зря. Давайте, я не про ингушей веду, а про свой народ, да историю нашего народа. Есть вещи, в которых мы должны объединиться, вне всякого сомнения. И они не касаются, как всего, там, грубо говоря, это не касается всего народа. Так, кто-то, подождите, задонатил. Брат Аптей задонатил. Эльстаншоевский, потомок у Шурмы шейха Мансура задонатил. Дал Саадуэл Аптей, дал Дуква Хуэл Будиснек, Эзашка Соуду Акил. И Руслан Битоков, брат Адык, задонатил. Тоже огромное спасибо за поддержку, за то, что не забываете помогать и так далее. Дай Аллах, чтобы в тысячи, в миллион раз у вас преувеличилось. Чеченцы Хилзабитич. Брат, тут мне пишут, отвечу, зайду попозже на свой. Но сколько тебе сегодня помогли твои подписчики? Каково это, как всегда с ошибками, каково это получать или вообще не получать donation. Тебе надо оставить все это и устроиться на работу. Спасибо большое за заботу. Ну, я как-никак работаю, а блогерство это мое от себя. Пользы от твоих работ нету. Но это не тебе судить, есть ли польза или нету. Мне по кайфу. Я помогаю. Есть люди, которые меня слушают, есть люди, которым нравится, есть люди, которые многие изучают от меня. Поэтому сколько мне 2 человека задонатили, или мало мне донатить или нет, это не твое дело, честно сказать. Я никогда не говорю, не называю суммы специально, потому что дабы не обижать или не оскорблять или что-либо. Поэтому... Так, честно, мне ща тебе... Че пользы от твоих работ нет? Честно, мне тебя... Я нифига не понял, но какую-то чушь ты... Дичь ты несешь, дичь. У меня чеченцы показывают. Башлам, елку не ставишь, мандарины на стол, туда-сюда. Совар им елку не ставлю, Новый год не отмечаю в этот день. Как таковой не отмечаю. Во-первых, это больше детский праздник, если даже есть. Мандаринов пока тоже нету, стол туда-сюда тоже нету. 31-го, во-первых, буквально в воскресенье умерла моя тетя, одна из любимых, мать моего двоюродного брата, достойная дочь Тейпа Гендергной. Вот, она была урус-мартановская, это, во-первых. Во-вторых, 31 декабря погиб мой дядя. И для меня это уже перестало быть праздником.
Я никому ничего не навешиваю, ничего никому не говорю, но дети от подарков мандаринов радуются, но я сам праздники давно не отмечаю. Иди отсюда, бич нарнийский, это вы только за деньги что-то делаете. Бах, сорим. Интернет чахала царяташ ит эмлай в реале хел. Есть статья, что в царской России ингуши делали набеги на свои соседи. Ингуши делали набеги на чеченцев. Это правда, Башлам? Честно сказать, делали набеги на чеченцев. Одну статью я читал, но остальные все статьи были обратную сторону. Поэтому не буду я опять же говорить, это не моя история. На чеченцев набегать это немножко должно быть иначе ситуация. Да, конечно, фантазии у людей, у многих людей фантазия очень бурная, но худи дуется. Стукачество. Я еще раз вам говорю, разные статьи есть. Ну, в царской России, да, в грабежах, набегах участвовали. И чеченцы участвовали, ингуши. Но чтобы на чеченцев набеги делали ингуши, такого дастиш фантастиш я не видел. Может и есть, но я, по крайней мере, не видел. Честно, не видел. Ну, пока никто не матерится, я блокировать никого не буду. Не хочу, чтобы нас в этом упрекали, что я кого-то там блокирую или что-либо делаю. Мнение твое мне известно, я тебя понял. В чем разница между ингушами и аллай? Спроси у них, они расскажут. Я не ингуш и я не аллай. Я нохчу. Поэтому у нас своя история. Нет, не думаю, что я не знаю. Я знаю, прекрасно знаю. Все. Да никто не гонял Чингисхана. Кто тебе сказал, что кто-то гонял Чингисхана? Это что за чушь вообще? Чингисхана здесь и не было. Был этот Субеде Иджабе. И то как-то они прошли только по определенной территории. В горную Чечню они не вторгались. Я полписан давно на тебя, бах. На тебя и вижу, что нет никакой пользы от тебя и твоего канала. Я сам лайкал тебя, думал, у тебя поддержка достойных войнахов, но у тебя тут одни сплетни, болтуны и самое главное. Ну, сплетни и болтуны это ты, поэтому примем соболезнования. Спасибо большое. Баркалла, Руслан. Огромное баркалла. Вот. Так. Какие еще вопросы? Ибраим, зашли вообще? Есть в Ютубе кто-нибудь, который зашел? Башлам, не нас нахчи. Башлам, на нас нахчи нападал Тамерлан. Ну, я не могу сказать, что он узбек, но то, что он нападал, я знаю. Тимур Хромой. Поэтому, честно сказать,
Бодик Дисла. Не знаю. Параллельно вопросы. Да, что я хотел сказать? Бекхан Бекханов, Башлам Далге, что я был Чандерес Хил. У ты моего брата, как раз который сегодня задонатил. У него сегодня день рождения. Ты Далде Алуэл, Далдуху Ахуэль. Будеснек Эзершка Судолит. Далде Алуэль. Далдуху Ахуэль, Дал Ирси Дахалуэль. Башлам Далде Алуэль, Шу Дэвиши Зучун. Дерес Хил, Дерес Хил. Далдух Дахтошу. Я не знаю, вы пишите мне здесь на WhatsApp, не пишите хотя бы во время эфира, чтобы я не отвлекался. Самое главное, говорит, у тебя одни жмоты, честно, шейху Руслану, аллелеле, да, у шейх Руслану и Артему лучше помогают ингуши. У них единство и братство. А у тебя одни нацики и обещалки, 4 эфира просмотрел. Одни и те же 3-4 человека. Свегуди бахты, шайна остай. Не заставляй меня блокировать тебя. Вегума лобу, Савацар, тебе никто ничего. Ты спросил, я тебе ответил. Почему у нас именно Бекхан Тамерлан Чингисет? Это МНС Саду. Дело в том, что чеченцам во все времена был такой адат, давали имена сильнейших для того, чтобы вот было такое языческое поверье, если назвать именем великих воинов, то, что перейдет вот эта сила этих воинов, навыки этих воинов перейдут этому ребенку, и что он будет таким же могучим. Вот такое было языческое поверье. Я не знаю, правильно ли оно или неправильно, но вот давали. К сожалению, они давали имена. Это продолжается, хотя это был языческий обычай. Это продолжается до сих пор. Как вы думаете, имена Шамиль распространились в честь имама Шамиля, которые давали в основном? Вот, и другие. Да, благо даются имена. Почему дают сегодня? Вот я, допустим, тоже, соблюдая этот адат, хотя уже не языческий, соблюдая этот адат, по милости Всевышнего Аллаха, у меня в семье появились 2 мальчиков. Одного назвал Байсангуром в честь нашего национального героя, другого назвал шейх Мансуром, Ошурмой, в честь нашего первого имама Кавказа, шейха Мансура. Если будут еще, назову и Бейбулатом Таймиевым, назову и Батуко, и буду называть в честь мужественных, достойных национальных героев, и Зелимханом Харачоевским назову, в честь него назову. Поэтому у нас эта традиция продолжается. Вот. Поэтому Бекхан, будь то... мы все знаем, что приставка хан, Тамерлан, Чингисхан, там, Алихан, ну вот это вот с тех пор сохранились, к сожалению. Есть и имя Игерман, есть имя Япон. Такова история нашего народа. Что я могу сделать еще? Убрать или не убрать, многие сейчас вообще одни мусульманские имена. Алейкум ассалам. Поэтому так.
Что я знаю? Ну, смотрите, ты написал вот, что я знаю про тейпы. Но еще раз, речь не о том, что я знаю про тейпы Эрсной или другие. Я-то это все рассказал. Вопрос не в этом. Валикум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Вассаламу алейкум ва алейкум. Вопрос в другом. Почему при вопросе элементарном, когда задаешь вопрос, люди не отвечают и не говорят, что это настолько глупо. Вы должны понимать, если то, что говорит этот старый имбецил, правильно, то этому тейпу, который он называет, буквально там лет 300. А до этого он вообще не существовал. Этот тейп не имеет никакого отношения. Алейкум ассалам. Ни Уарсуай, ни Эрснуай не имеют никакого отношения. Понимаешь? Вот в чем фишка. Так, и кто-то Заурбек. Брат Заурбек задонатил. Заурбек, ДРС хил, болдиснек, эзершка соудолитер, Аллах это байлам башлам. ДРС хил. Поэтому я-то знаю, что это неправда, но факт то, что этот человек до сих пор это говорит. Понимаете, вот в чем проблема. Село Кинхи, почему живут какие-то... А что я должен сделать? Вот как ты думаешь? У нас много живут разные национальности на нашей территории. МНС-Садо. Что я должен был сделать? Вот как в твоем понятии? Вот сегодня как это относится? Если ты спросишь, какое это село? Или чье это село? Я тебе скажу, это чисто исконно Нохчи земли. Ну, там со времен, там, во времена имама Шамиля подселились и живут в основном сюли. Нохчи выслали. После депортации не позволили возвращаться в основном в Шаройский район. Я вам говорил, место их расселения я тоже вам рассказывал. Вы снова и снова спрашиваете про одни и те же вопросы. Но нужно идти дальше и, как говорится, я не знаю, честно сказать. Судя по вашим словам, то Башлам чисто ради бабла, если другие патриоты за деньги, то и Башлам на высоте, так как то все еще с нами. До Назарони. Ашах моя, уайдин мелду, уайгдауштег, уайдиду. Ну, видите ли, определенное время, видать, в личку писал, сейчас сюда выбрался. Хотя там был другой ник, честно сказать, я не знаю. Это другой ник уже. За правду не обижайтесь, братья войнахи, но вы пустословы. Конец года, а купчинские замашки вас так и висят. Никакой щедрости. Ну, я же не живу за счет там щедрости. Я не выезжаю в Дубай, я не езжу там, не печатаю книги за 500 000, не собираю там на пиво, на сигареты, я не собираю. Все, что мне донатят, я использую для работы. Большие или это малые деньги. Я не делаю годовой отчет. Может быть, ты каким-то образом что-то хотел узнать, я тебе показал. У меня ни от кого ничего нету, секретов. Это простые вещи, элементарные вещи. Малсагов, Богали, или как-то Божали, или что у тебя там, я не знаю. Для меня важнее вопросы изучения своего народа, истории. Ты уже отвлекаешь меня, несколько раз ты уже задал эти вопросы, думаю, тебе уже хватит нести. Ну, многие же нас, понимаешь, ну, это Заурбек, каждый компетентен
онлайн. Ну, у нас же идет МТ-955. Инстаграме многие отписались. Точнее, нету Инстаграм. Через VPN не заходит. В основном все, кто входит, это через YouTube. Ибрахим, YouTube что, Амялова? Ну, мы чуть раньше должны были зайти. Я сегодня зашел чуть позже. В YouTube у нас больше бывает подписчиков, которые смотрят в онлайне. Онлайн упал очень. Вошла в блог, видишь, он идет. Я не знаю, Заурбек. Не вижу у вас я силу, у вас не было и нет единства. Ну, я поэтому и работаю, чтобы это единство было, чтобы вы не переживали, чтобы мы знали. Да, ты прав. Несмотря на то, что кто бы ты ни был, ты прав. Абсолютно я с тобой согласен. В некоторых вопросах нет единства. Некоторых. Ну, не везде. Но мы над этим работаем. Есть ли единство, нету ли единства. Это же вопросы к моему народу, правильно? Ассаламу алейкум, Башлам. Почему Русик против только чеченцев, адыгов или кабардинцев? Ну, опять же, брат Бекхан Бекханов. Адыги, кабардинцы это одно и то же. Но от кабардинцев понятно. Там, походу, чувствуется, Русик знает реально, что он, честно сказать, там очень многое что написано. Понятное дело, почему адыгов против абдыгов, в данном лице кабардинцев. Там о них говорится, что как бы это не обидеть никого. Адыги и нохчи были на равных в основном. Вот. И друг друга уважали, ценили и помогали. А что у них с ними, ну, наверное, не знаю, какая-то обида. Наверное, есть за что обижаться. Какие-то истории не дает. Хотя не стоит обижаться на кабардинцев. Сегодня земли Бека Черкасского, которые, по сути, в основном перешли и должны были быть у чеченцев, были отданы по братскому соглашению в 18 году, были отданы нашим соседям. Русику надо было об этом знать. У вас Хундбах до сей пор писал у нас в Шатое, а теперь у вас он нохчевац у нас в Шатое. А где он писал у нас в Шатое? Или это кто-то из наших прикалывается, я не знаю, Дон Назарони. Если, я же говорю, пишут, а потом пишут директ, там, прикалываются, говорят, что это там, я не знаю, что он шутил, и все это было по-другому. Так, вопрос. А сколько чисто чеченских тейпов? Ну, у нас это не он написал. Это я говорил, что утверждали, что у нас Шали, Веденов, Курчалой живут сюли. Ингуш не лезь в чужой карман, СД Мави, Гэнг. А теперь пишет у вас. Не знаю. Он я война, дикдо, мегарду. Ты война. Каяттаун. А потом будут говорить, что я... что все это не от меня. Так, дальше. В Шатое. Скажи, что я не прав, Башлам. Ну вот сколько тебе помогли сегодня, вот только честно. Ну, я всем сказал. Один Заурбек прислал, один Апти прислал и Руслан Битоков прислал. 3 доната и чего тут?
в войнах это обозначение, которое нам дал Иван. Ты определяйся, кто ты. В принципе, ты права. Ты права. Очень даже. Очень много, честно сказать, и тейпов ты спросил, да? Сколько тейпов? Про тейпы чисто чеченские. Тейпы чеченские есть пришлые, поэтому Малсага, когда стали марш Плакударец Колумбаков, а Колумбека обозвал вас бабаями всю нацию. Вообще сегодня насчет этого, Салам Маршал, что скажете про тейп Акшхой? Акшхой, я не слышал такой тейп. Что за Акшхой? У нас нету такого тейпа. Точно не Нохчи тейп. Про чужие говорить я не могу. Честно. Изначально говорят, что 13. Вообще в 19 веке 63. Но тейпы разрастаются, увеличиваются, размножаются. И у нас вообще в основном большие семьи. И под 90 или 175 считается. Потом уже сегодня уже я разговаривал с этнографами. Где-то по 200 тейпов. Но в основном они гары и некой. Вот. Сейчас мы потихоньку переберемся. Малгобеки, они трактором снесли старые адыгские кладбища, вот такие братья-мусульмане. Да, мне об этом говорили. Барсхуай тейп дуй сонху ждаться. Это те же самые барсхуай, в основном они являются мержой. Малсагов, когда вы стали меньше платить, Кударец Колумбеков обозвал вас всех бабами, все нас. Я не знаю. Но про это я слышал и знаю об этом. Нижлоя входила в эти чистые нахчи тейпы в 19 веке. Нижлоя относится к чаберлоевцам, само собой, чисто нахчи тейп. Я просто хочу, чтобы ты подтвердил наш уважаемый Ларва. Еще раз говорю, Нижлоя, не нужно моего подтверждения. Нижлоя чисто нахчи тейп, входящие в ар чаберлоевцев. Это чаберлоевский дуйза, цен нохчи тейп дуйз. Подтвердите или не подтвердите. Я могу сказать только реальность, что существует и то, что есть. А у чеченцев земли заберут в апреле 29 года. Так что держитесь. Да, я видел Иван, это видео. Там не так написано, там не заберут написано, а не написано, что после шариата. Там два вида роликов, эти ролики у меня есть. Некий Ингуш Цурцук, кажется, сделал эти ролики. Показывает, как уменьшается, якобы отобрали, еще раз говорю. Сейчас, подождите, на это или у меня? Давайте я вам еще раз покажу. Кажется, на этом телефоне. Сейчас я отправлю. Здесь ли? Да, здесь. Раз, два, три. 4.
Еще в прошлом я обещал вам показать, что Тхобаирды тоже. Сейчас посмотрим. Постараюсь вам показать его. Так. Ну давайте, вы готовы посмотреть? Адам Кучуавуй, Адам, который спрашивал у меня спрашивал Сейснар Вокхаж, Мичару и кто он. Кучуавуй Адам. Давайте сперва я начну с карт, а потом, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, вот карта, которую они утверждают и закидывают, да? Вы видите эту карту, на которой уважаемый писатель, ингушский патриот, указывает, что якобы это карта Ингушетии. Они все печатают, это еще даже не самая большая карта на Истанге, там у Джамлая или же у Руслана Бузуртанова эта карта даже больше. Вы видите эту карту, которую они представляют, и везде говорят, что она якобы была такая. Его зовут Айса Кадзоев. Вот. Видели, да? Но сейчас не про него. Он указывает, говорит, рассказывает про эту карту. Давайте я вам покажу, как на самом деле выглядела Ингушетия без чеченских земель. Вот как выглядит Ингушетия без чеченских земель. Эта карта 1934 года. Да, современными я показываю все в современном формате, чтобы было понятно. Вот так во время объединения, я не говорю про пригородный район, когда это уже это их личное дело. Вот так выглядела Ингушетия. Чтобы было всем понятно, да? Если вы говорите, что это не так, давайте я вам покажу другой момент. Посмотрите на эту карту, чтобы было понятно. Все, что находится цветное, это бывшие земли Ингушетии. Аршты и Бамут включены в состав Ингушского округа в 1924 году. То есть включены, туда включены, не к нам, а туда включили их в 1924 году. Всем видна эта карта. Видите белую часть, да? Белые части это территория Чечни. Все Чечня. Возьмем другую карту. Например, вот эту карту. То же самое, видите? На этой карте указано Сунжинский район. Там дальше вверх указывается, что на этой карте это тоже является картами. Еще раз повторюсь. Вот такая карта должна была в 1934. Сравните ее вот с этой картой. Чувствуете разницу? То есть весь этот зеленая часть, верхний Малгобекский район, Карабулак, все эти земли в 1934 году до объединения входили в состав Чечни. До объединения, чтобы было понятно. Вот. Вот такие вот карты и вот такая вот реальность. Это карты, которые реально существуют. А теперь что-то я хотел еще вам показать. Ну вот посмотрите. Вот здесь опять же карта, которую они делают. Зарисовки сделали опять же с чеченскими территориями, которые отдали их в 18 году. А теперь я вам обещал в прошлом эфире, когда упрекали чеченцев и говорили, сделали ролик о новоделах, и говорят, что новоделы сделаны
это все якобы только у чеченцев. И у нас все старое, которым по 1000 лет. Вот храм в Ингушетии. Считается одним из самых древних и то, что есть в Ингушетии. М.Н. Саду, Маязе Цаюшон, Маязе. Давайте немножко про историю, про географию расскажем. Опять же, чтобы было понятно, раз задали вопрос. Видите, самое древнее сооружение, которое датируют некоторые там 9 веком, 10, 11, некоторые 15 веком. Видно, да, что вот она сохранилась якобы, а у нас проводятся реставрационные работы и восстановили. Якобы у них не восстановили, а у нас восстановили. Всем видно это, да? А теперь я вам покажу, какой он был до реставрации. Это же абсолютно, посмотрите. До реставрации он был, подождите, вот такой. Почувствуйте разницу. Вот в таком состоянии он был в 68-м или где-то в 70-м году, 1970 году, до того, как его реставрировали. Это тот самый Табаирды. Реставрационные работы провели грузины, если я не ошибаюсь. Вроде бы, по крайней мере, там 2 профессора, которые занимались на протяжении. После реставрации фотографии, вот он после реставрации. В 1971 году после реставрации, как видите, до реставрации и после реставрации. О чем это говорит? Как раз таки мы, когда начинают говорить, что у вас разрушено, у вас новоделы, у нас не новоделы, чтобы вы понимали. Время делает свое дело, войны делают свое дело, природные катаклизмы делают свое дело. И поэтому, когда вы начинаете говорить якобы, а вот он когда-то, который существовал еще, это Миллер зафиксировал, он так выглядел в 1888 году, то есть в 19 веке, какой он был. Вот. Разницу, как говорится, почувствовали, чтобы... И когда вы говорите, у вас новоделы, у нас не новоделы, получается, что реставрационные работы проведены и даже одними из самых старых башенных комплексов и у вас тоже. Вы можете наблюдать, есть факт, больше половины этого храма, который является одним из старых, оказывается, был настолько сильно разрушен и восстановлен. Башлам, ты Бузику оппонировать не сможешь, слишком честно, благородно, здесь другие методы нужны. А я и не собираюсь ему оппонировать. Зачем мне оппонировать? Да и кто он, чтобы оппонировать или нет. Если хочет, пускай придет. Я это сказал и Артему сказал, их нему. Там, когда он про Ермолова там что-то начал говорить, рассказывать историю. Я говорю, приходите. Давайте, если хотите что-то доказать или показать. Я не собираюсь опускаться до вашего уровня и там что-то говорить. Но, благо, я могу точно так же разоблачать. Поэтому их ложь. Это намного, даже, честно скажу, пускай люди будут знать истину, где же правда находится. Все это вы видели, то есть... И в Чечне то же самое. Ну, и плюс к чеченцам можете добавить природным катаклизмом, временным. Во-первых, Кавказская война, которая длилась 20 лет на нашей территории. Я только за нашу территорию говорю. Несмотря, какие там были противодействия против Шамиля и против царской власти. 2 современные войны, которые начались там, грубо говоря, начало с 93-4 года. Ну, некоторые могут сказать с 92-го. Ну да ладно. С 94-го года война началась. И закончилась она фактически где-то 2000, ну, может быть, 9-м, 10-м, ну или 16-м году. Опять же, лет 20 пускай будет плюс-минус там. Или лет 10 даже пускай будет. Это 2 современные войны, за которые они тоже
уничтожались. Я уж не говорю, что было во время депортации, то есть когда не было чеченцев, были депортированы. То же самое происходило и в те времена, и происходило это в современных войнах. Поэтому, несмотря на это, многие башенные комплексы сохранились. И их, благодаря достойным сынам нашего народа, их восстанавливают. Всех понемногу восстанавливают. Иншаллах, или восстанавливают, или консервируют и так далее. Там. В прошлом году я вам рассказывал о башенном комплексе, который нашли в Пхамтой. Пхамтой башню нашли, родовую. У Саттуа есть, у Хаккуа есть, у Ворандуа есть, у Вашендруа, Ваштруа есть, у Тумсуа есть, у Ченты есть, у Дишни есть, у Дишни и Междик есть, если я не ошибаюсь. У Майстуа есть, у Тируа есть, Ченты я сказал, Зумсуа, вот у Зумсуа я точно не помню, есть или нету, чтобы не соврать. Хакмадуа есть, Хуландуа есть, Шикарова есть, Химуа есть, Сандхуа есть, Хуай есть, Куршлуа есть, Эхшбатуа есть, Чермуа есть, Гендаргнуа есть, Бенуа есть, Алруа есть, Пешхуа есть, Эрснуа нету еще. Я не видел, по крайней мере. У кого еще есть? Эрстанчхуа есть. Варандуа есть. Я сказал Варандуай. Мержуа есть. Цечуа есть. Чтобы не... Ялхуа есть. Нашхуа есть. Чамхуа есть. Хилхуа есть. Кей есть. Лам-Эхке есть. Нижлуай. Междик. Дутадин. Нижлуай тоже есть. Мечеть, кажется, сейчас построили, восстановили они. Нижлуай, которая была сожжена в 1901 году. Сейчас ее восстановили полностью. Макажой, мечеть тоже вроде бы есть. Башни еще не восстановили. Сатто есть, я сказал. Мелхи есть. Ирвай сказал. Муквай есть. Кого я не назвал еще? Это все. Цуантруа есть. Цуантруа есть тоже. Белхтуай тоже есть. Я про башни говорю. Люди, которые у себя на съезде повесили портреты Ермолова, а Карачае скинулись на его памятник в Минводах, нам не братья, говорит Руслан Битоков. Сюда идут вопросы, поэтому подождите. Я не могу одновременно здесь, там отвечать. Он теперь здесь мне начал писать. Послушай, я не знаю, чувак, ну, вот ты прямо хочешь узнать, ну, 1600 рублей у меня, все, что скинули. Вот, что тебе еще нужно? Авала, Адесар. Ты прямо уж переживаешь, или что-то ты отправил. Если что-то от тебя ты пришлешь, не знаю, 10, 20 тысяч или 30 тысяч, я обязательно сообщу. Но пока этого нету, так что не переживай, все нормально. Башлам, если нету своей горы, они считаются занахчи. Если нету своей горы, не считаются. Ну, есть такая вот традиция. Гора, село, башня. Ну, башня не обязательно, с учетом того, что они разрешены. Но гора это вот обязательно, как бы. Это одно из признаков. Куршлуа юхон бау. Асьюма элер куршлуа бау. Я сказал, что куршлуа есть.
Убеной есть, Аларвай есть, Нашхуай, Хилхуай, Пешхуай, Чармхуай, Мацарвай, Цеси. У Цеси тоже есть башня. У Мулкуай есть. Кого я не назвал? Дышни есть. Дышни. У Дышни мечеть есть. Башни я не знаю. Врать не буду. Эрстеншвай тоже есть. А кто контролирует систему тейпов? А что, кто-то должен контролировать систему тейпов? Ковка Асламбек, конечно, я говорил. Конечно, есть. Ну, вот эти тейпы, которые уже имеют. Ну, Гендергной я вам сказал уже. У Гуной тоже есть башня. Гендергной я сказал, что есть. Алейкум ассалам. Кого я еще не назвал? Скажите, назовите тейп, я вам скажу, есть или нет. Вроде бы в основном назвал самые такие. Но это еще не все. Башен много, которые полуразрушены. Терло Мелха, я сказал, есть, конечно. У терлоевцев очень много. У Ироя много башенных комплексов. Полуразрушенные целые есть тоже. Хайбхуай тоже есть башня. Что вам еще? Чинхуай тоже есть. Чанты тоже есть. Башенный комплекс. Шоной. У Шоной нету. Мосхаб, у Шоной не видел я пока башенный комплекс. У Кей есть. Кей есть. Ну, Кей в основном они идут, относятся к Лам-Экке. У Лам-Экке очень много башенных комплексов. И мечеть, и башенные комплексы есть. Но я же закидывал вам летом, показывал. Там их очень много. Донат Хуай нету, к сожалению, Бена Бенаси. Сегодня трое Заурбек пришел, Битоков Руслан и еще задонатил наш брат Апти. Ну вот как раз таки еще один донат. Башлам, какой тейп самый большой по численности в Чечне? Самый большой тейп это Нохчи тейп. Халкилой, да, Саадуэл. Халкилой тоже есть башня. Если я не ошибаюсь, тоже, да, есть. Кей к Лам-Эхе относится. Да, Кей относится к Лам-Эхе. Они ломакинцы, это часть Лам-Эхе. Но они считают себя отдельно некоторые, но Кей это и есть часть Лам-Эхе. Кей был сыном Акмерза, если я не ошибаюсь. Поэтому... И Юсуп дался дуэл Болдисник. Эзашка Содолил, наш брат Юсуп тоже задонатил. С меня еще будет, надо эфир закрывать. Но Заур Баракаллах, в любом случае, за поддержку огромное спасибо, братья. Неважно, о каких суммах идет речь. Важно, что вы поддерживаете наш канал и помогаете. Вот. Шаройский я вроде бы назвал. Хулан Дуай, Хакма Дуай, Сант Хуай, Шикруай, Химуай. У них у всех есть башня. Вот. Ширди не видел я башню. Шоной башню я не видел. Шоной Махках Халасо. Гуардлай, Энгной, Бау, Солнцегина. Энгной не видел. Гуардлай не видел. Куршлай есть. Билтуай Бау я не видел.
тоже не видел. Возможно, она есть, но я не видел. Это те, которые, я говорю, у них есть горы, но нету башен. Анды нету. Анды башен я не видел. Это не обозначает, что их нету. Я, честно сказать, не видел Изумсойскую башню, но башенный комплекс у них есть. Собордел, минуточку, Гуно есть, Собордел. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не У нас всегда подписался. есть Баркал, всем спасибо. поддержка. Мы всегда имеем доказательную базу. Так что. Давайте-ка коротко я вам скажу. Коротко. Сейчас мы пробежимся по... Смотрите. По башенным комплексам. Хуайский, есть Макажой, Цикрой, есть комплекс Садой. Да, Садой, башня есть. У садоевцев тоже есть башенный комплекс. Садой есть. Орсуа есть. Забыл сказать, Харачой тоже есть свой башенный комплекс. Садой, Уарстхуай, Харкарвай, башня боевая. Харачой есть. Химоевская есть, Хакмадоевская, Шикароевская есть, Кесла есть мечеть, Хуландоевская есть, Хуландой башня есть, башня боевая, Качхойский есть, Сандхоевская есть, Саттоевская, Тумсоевская, Ачлоевская есть, Ачлой Бухутя. Гучим-Калинская, Уж-Калинская, Бугоройская, башня жилая Кокодойская есть, Гухойская есть, потом башни боевые, смотрим, Хаскалинская, Данкинская, Хельдинская, Хачрой есть башня, забыл сказать, Хачрой тоже есть башенный комплекс. Тусхароевская башня, Бельчигин, так. Пошпаринская башня есть. Саканхой башня есть. Так, сейчас еще. Этот Ироевские в основном идут. Майстой есть. Я сказал это, да? Цикалоевская, Пугоевский есть. Пугой. Так, комплекс, башня жилая. Хотел посмотреть Зумсойский, корректив, что. Смотрим. Кертинский, Бейцийский, Зингалинский, Акинский башни есть. Склеп, склеп, домик, Керчинский, это все. Вилахские каменные изваяния, Тумкалинские наскальные башни, святилище. Ялхароевская есть, Мацароевская есть, Хайбовская есть, комплекс. Мержуай Юг тоже есть, башенный комплекс. Мужган тоже башенный комплекс. Эчахка башенный комплекс. Так, это городище. Остальные я уже перечислил. Вот такие башенные комплексы. Это кроме тех, что я перечислил. Само собой, повторно перечислять я их не стал. Имеется в виду... Это вроде бы... Хуай я тоже перечислил. Очень многие нахмахковские тайпы я не перечислил. Не забывайте, что те горы, которые откололись, они редко имеют свой башенный комплекс, потому что они относятся к тому или иному большому тайпу.
А к кому они относятся, надо уже смотреть. Само собой, если нету горы, нету и башни. А что касается Рикхой, есть тоже абсолютно верно француз. У рикхоевцев тоже есть. У рикхоевцев мечеть есть, если я не ошибаюсь. И башенный комплекс вроде бы тоже был. Но Рикхой они относятся к Чеберлою. Чеберлой. Уарсуа есть. Садой есть. Магажуа есть. Хуай есть. Они все имеют башенные комплексы. У Рикхой мечеть была. И вроде бы они восстанавливали башенный комплекс тоже. Закончили или нет, я не знаю. Вроде бы они собирались начать. Вот. Вот эти они имеют. И это даже не половина из того, что мы перечислили. Очень много. Очень много башенных комплексов. И, насколько я знаю, сегодня я видел выступление главы Чеченской Республики. Он сказал, что не будет останавливаться и будет восстанавливать все башенные комплексы, которые есть у нас. Ну, которые возможно в рамках закона. Ва алейкум ассалам. Ибраим, есть у нас хотя бы там немножко в Ютубе есть подписчики? Малсагов перешел в личные. Так, личный вопрос он отправил. Малсагов, знаешь что? Ты пойди, поспи, не переживай. Сегодня 30 декабря, конец года. Нервы подлечи там. Коньячок выпей, шоколадкой закуси, я не знаю, что-нибудь, чтобы там себе стресс это все снять. Не переживай за мое финансовое положение. Если ты так сильно хочешь там финансово обеспечить или что-то задеть, ты можешь в любое время, вот прикрепленный номер, видно, нет, я не знаю, ты в Ютубе или в Инстаграме, я тоже не знаю. Ну, я думаю, что ты в Ютубе увидел и зашел в Инстаграм. Возьми и отправь просто-напросто. Не суди чужих людей, не суди других людей. То, что у меня там пару человек есть, это не тебя касается. Будет, нет. Ты прямо уж, тебе прямо, я не знаю. Зайди в директ. Я тебе сфотографирую свои карты и отправлю скрин, хорошо? Не отвлекая, чтобы тебе было проще, ты поймешь, что мне абсолютно на твои понты и разговоры не нужны. Я тебе по-человечески отнесся, потому что лишний гумаца ты не матерился, ничего не говорил, я не знаю. Нохчу уцасу, амилуцасу. Ты говоришь, я в войнах, черт его знает. Я такой национальности не знаю. Если ты за меня переживаешь, сама говорит, ты в данной ситуации знаешь, как наши поступают. Можешь сам, помоги. Не можешь, не болтай. И все, оставь. Не надо других лечить и учить. В этом ваша самая большая проблема. Вы начинаете нам рассказывать про то, что у нас проживают разные национальности. Я вот сейчас в твоем лице буду отвечать тебе. У нас проживают разные национальности, но они не нохчи. Они живут на территории Чечни. Это российское государство. И на его территории проживают не только русские. Здесь есть титульные нации, которые проживают. Я не могу одного понять. Вы тупорылые бараны. Когда вы говорите, что там царская Россия пыталась объединить и так далее и тому подобное. Почему они не объединили как таковой? И не сделали единым народ дагестанцев? Они же этого не сделали. Как можно объединить то, что нельзя объединить? Ну вот Дагестан, единый целый регион с 1921 года. До этого, даже пускай территориально он был меньше, пускай даже по Сулаку это было, представим, гипотетически, да? Если это даже так, посмотрите, сколько там национальностей. За 30.
Некоторые говорят 40, 50, не разно. За 30 национальностей. Древние, если спросить, они древнее и вас, и нас скажут. И расскажут историю. Но их же не смогли, их территориально объединили под одно название, Дагестан. Но объединить они их не смогли, потому что это с одного села в другое село, они не знают языка. У них разная культура, ментальность, все остальное. Но вы дятлы, бараны, я не знаю, как вас еще можно назвать. С единой культурой, с единым, совсем единым. Вы пытаетесь показать, что кто-то лучше вас, мы лучше, вы лучше. У вас там есть, насколько должен быть ублюдочный, гнилой человек, который пытается сказать, вы же такие богатые, у вас такой колорит. Ты старая маразматическая идиотка, которая несешь такую пургу. Кого ты хочешь обмануть или кто не умеет читать между твоими тупыми, словами разговоры, которые ты ведешь. Рано или поздно, за эрстную, варандую, гуную тейпы, которые ты обвиняешь в нечистоте, ссылаясь на каких-то дебилов, которые там не имеют ни к науке, ни к чему, просто сесть и болтать, потому что болтунов таких, как ты, достаточно. Понимаешь? И эти люди, которые несут этот бред, и то, что ты несешь этот бред, потому что по ДНК эрстную чистый G2. Они не могут быть, понимаешь, по сути, они не могут быть русскими. И тут нету ничего такого. И от Ашат Тимур Султанова, от Тимура, Аллах дал сааду, это из Ауха, кажется, да? Задана Тимур, дал сааду, был снег, эзершка соду летилуша. А француз, там есть личный вопрос можно отправить. Он здесь писал, сейчас все его начали пинать, и он ушел по ходу отсюда. И отвечаю на вопрос предыдущих людей, которые мне прислали ролики. Вот тот, кто это говорит. Я хочу, чтобы вы понимали, нет в этих словах или нет в этом, никто не пытается никого ни с кем ссорить. Но есть идиоты, которые несут такой бред, и я хочу, чтобы вы могли оппонировать. Версии пишут через О, грубо говоря, и мягкий знак на чеченском языке. Вот они, русские, их называют Эрси, или Мюжги, или Гаски. А Эрсиной пишется через букву Э. Есть такая буква в алфавите, как ваша любимая буква Ф, а там есть буква Э. И они Эрсиной. Или даже если бы они были Арсиной, если бы это дали бы Ауарсой, это не имеет никакого отношения к русским, которые появились там, грубо говоря, уже на наших землях где-то в 16 веке. Понимаете? И то в то время не была изучена еще наша история нашего Центрального Кавказа. Вы начинаете про вашу архаичность или язык, кто виноват то, что вы спустились с гор, или вам помогли спуститься только в 19 веке. Это чем можно гордиться? Пожалуйста, наш чеченский тейп, Тухум, Мелхи спустился тоже в 19 веке. И они сегодня, спокойно адаптировавшись, они могут говорить и на плоскостном языке, в Грозном, на чистом чеченском. Но они точно так же могут на своем говоре, мелхостинском, говорить. И ничего такого нету. И они остаются нохчи. И частью нохчи народа остаются. И в этом нет ничего такого. Если бы Цуантруай, или Нашхуай, или Алруай, или Куршлуай, Эхшба, то есть пустились бы позже, как вы в 19 веке, с гор они бы точно так же сохранили. Не забывай, почему сохранили Чеберлуай и Шеруай. Знаешь почему? Их диалекты считаются одним из самых древних. Сейчас и кистинский диалект. Потому что шероевцев и чеберлоевцев тоже спустили позже всех. И поэтому они сохранили. Но они могут говорить сегодня
и на литературном чеченском языке, и само собой, между собой они могут говорить на своем диалекте. И тут ничего такого нету. Просто человек, который говорит, что мы древние, поэтому мы сохранили язык, он просто-напросто конченый дебил. Архаичность, диалект сохранился и у нас. И до сих пор он есть. Не нужно современный литературный язык оскорблять, унижать. Или если ты не разбираешься в нем, говорить, что царская Россия и современная советская власть делала все для того, чтобы объединить и убить вас, что-то такое. Я не стою, не являюсь защитником политики царской России в данной ситуации. Или советской России. Нет, тут речь не об этом. Речь об истории. Они не хотели объединения, как вы говорите, или уничтожения вас, или там поэтому назвали вас чеченцами или нахчи, вы упрекаете за это Хасана Бакаева. Хасан Бакаев ссылается на документы и ссылается на тех людей, которые написали. Если кто-то, как ты говоришь, утверждали, что вы Лаамарой, а не нахчи или чеченцы, или говорили Миджеги, качкалыковцы, сасаны или цацаны, так это зависит от соприкосновения. Кто когда соприкасался с нами. Если хоть одно доказательство во время Аланского царства, что нас называли чачанами. Окей. Нету. Или во время Хазарского каганата. Нету. А вот в 7 веке есть география 7 века написано, что были нахчиматяне. И почему меня спрашивают, какое название древнее, нахчи или там ингуши, или чеченцы, или галгай, или я не знаю, другие. Конечно, древнее нахчи. Потому что упоминание этого термина с 7 века. И нету никакого пока опровержения, кроме бла-бла-бла и рассказов, сказки какие-то. Название нахчи идет с 7 века. Это самоназвание. Не забывайте, сам народ называет. Вы говорите, кто называет, кроме нас? Да чушь вы несете. Вам доказали, что в 14 веке это название уже есть у грузин. Это более соприкосновения начали вот в северной части Грузии. Но я же вам зачитывал. В книге Маргашвили, вот эта книга, 89-й, начало 90-х годов. Все грузинские ученые на этой книге как один и говорят, что еще начиная с 13, 14, 15 века идет массовое переселение в Грузию. Массовое переселение. Это значит, что не все сохранились или остались в Ношхе. Они перешли эти границы и поселились среди Тушин, среди Хевсур, Пшавов. Основываясь на этом, устные рассказы наших предков поэтому говорят, что с грузинами у нас очень много общего. До появления ислама была и для некоторых и общая вера, христианская вера. Да, она не прижилась у нас. Да, не сильно она прижилась у нас. Поэтому исчезла. Поэтому максимально все, что связано с ними, хоть это и является культурным наследием, мы уничтожили. Оно нам ненавистно. И многие сегодня, даже более радикальные представители нашего народа, меня упрекают и говорят, вот как ты говоришь, мы никогда не были православными. Православными, христианами. У нас никогда не было католиков, у нас никогда не было язычества. Еще раз объясняю. Для глупых людей нельзя говорить такие вещи, если вы не знаете историю. А вы ее не знаете. Потому что ислам появился 1444 года тому назад. А народ Нахчи существует как минимум несколько тысяч лет.
Башлам Сейд Хасан Хамзатович Уойзихон. Фамилию можешь назвать его? Я не знаю, Сейд Хасан. Сейд Хасан. Сун Сейд Хасан ждук бойс Хамзатович. Ну, Шавичу Мусам. Я просто боюсь фамилию. Я по фамилии или на лицо запоминаю. Мы не были католиками до Назарони. Представители их поселились в наших горах. И мы же зачитывали информацию на прошлом эфире. В субботу это было или в воскресенье, он зачитывал. Есть Мусхаджиев, кандидат наук. Мусхаджиев, фамилия знакома. Возможно, я знаю его. Возможно. Не буду отрицать. Что случилось? Что-то случилось? Или у нас как-то не совпадает с ним версия происхождения нашего народа? Сундек Цао, вполне возможно, я его знаю. Если он точно у нас не был преподавателем, когда я учился в университете. У нас он точно не был. Своих преподавателей я помню всех почти что. Хотя мое направление, к сожалению, было не регионоведение. Я очень жалею, надо было мне брать направление, но я взял более общее направление. Это история России и международную историю, как говорится, направление взял там. Всемирная история, история России и регионоведение было у нас. И музейное дело. Вот эти 4 направления было. Вот. Ну, я взял, как говорится, то, что посчитал более, то, что... Ну, я не жалею, честно сказать. Не жалею. Что бы то ни было, учить историю никогда не поздно. Вот. Блин, столько тем начал. Вот сейчас просто-напросто какая интересная и что, где. Продолжая этому долбозвончику, который там написал мне, да, про финансовую поддержку и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы ему было понятно. Мы изучаем историю не только там, как вам бы хотелось, а зная свою историю, можно понять, объяснить многие вещи, которые происходят у нас. Честно вам скажу. Это так. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, максимально задействовать в этом, в том, чтобы изучать свое историческое наследие, максимально изучать его, просто там на словах задействованным быть. Поэтому мы изучаем и диалекты, изучаем и историю, и этнографию, и географию. Вот. И мы знаем, что есть вещи, которые невозможно объединить. Имеется в виду сделать единым народом с единым корнем. Хотя и в Дагестане есть некоторые народы, которые говорят, что они едины, но язык у них абсолютно разный. Допустим, свой родной язык, дидойский или андийский, отличается от языка сюли. Отличался. Все дидойцы, которые были со мной на связи, говорили так. И андийцы говорили так. Сейчас под влиянием уже последние сколько там лет идет аваризация. Сделали уже и дидойцев, и андийцев аварцами. Вот. Они уже говорят почти что родное убирается и вводится общее там понятие. Не знаю, насколько это достоверно, опять это по их словам. Вот так вот происходит. Хотя, что мы можем говорить об этом, об этом я хотел как раз таки. И грузины, само собой, определенная часть грузин тоже перешло на территорию нашей родины. По крайней мере, по книге Маргашвили говорится, что они перешли на сторону нахчийцев и стали уже нахчийцами и по вере, и по языку. Вот почему у нас с грузинами есть очень много дальних мест, где называем там Гюрджи Муахкели, Гюрджи там Юрт и так далее и тому подобное.
Такая вот история. Те, которые перешли туда, стали христианами, грузинами. Те, которые перешли к нам, стали чеченцами ночи. Кстати, именно за грузин, если бы были бы грузины среди нас, никогда ни генерал стратегического назначения, ни кто-либо другой не упрекает чеченцев за грузин. Заметьте, никогда за грузин не упрекают. Очень странно. Знаете почему? Упрекают за сюли, упрекают за гунки, упрекают за адыгов, адыгхва. Вот, упрекают за нагайцев. Вот за эти 4 народа упрекают, а за грузин не упрекают. Знаете, почему не упрекают? А потому что рыльца в пушку. Нельзя упрекать за то, что есть и у тебя. Вы не заметили этого? А стоило бы. Между прочим, граница с грузинами намного больше у чеченцев, нежели чем у навчийцев, чеченцев, у дзурдзуков, у кестинцев. Больше граница, сухопутная граница по территории, нежели чем у наших недоброжелателей нарнийских. Не про всех, не весь народ, а про тех, которые болтают это говорят. Да, вне всякого сомнения, у Дагестана больше, конечно. Но Дагестан это другая уже история. Вот так вот. Ладно, давайте задавайте вопросы, и чтобы у вас никак, что вы скажете, что я еще вас каким-то образом пытаюсь задеть или не давал вам вопросы и не зачитывал. Заур, я надеюсь, сегодня я никого... Ты смотри, если что, я опять перегибаю, хотя бы намекни мне. Бено, Заур, Баунас, дай мне знать, что что-то не так. Вопросы, вопросики задавайте, если есть. Если вы считаете то, что я говорю, что-то неверно, недостоверно, неправильно, вы мне просто укажите. Здесь. И я вам скажу, где я прочел, где я услышал, где я это увидел. Не нужно ничего как-то акцентироваться и внимание свое распылять. Именно на ненужных там, может быть, я как-то манера у меня общения. Я не нападаю. Я даже вот когда сейчас говорил с этим Малсагом, я не пытался его оскорбить. Я лишь говорил вот контраргументы, которые есть. Там есть разговоры, которые мне скидывали, говорили, что там по языку, что хотели объединить, уничтожить наш народ там и так далее. Знаете, я скажу свое мнение. Опять же, я высказал свое мнение в первую очередь, потому что я категорически был против. Зря нас объединили в 1934 году. Очень зря. Мы бы не потеряли бы большую часть своего вара или тухума, уарствай. Однозначно. Тогда бы они бы 90% были бы у себя дома. Но уже не вернешь. Все, что ушло, уже не вернешь назад. Это ладно. Я противник, чтобы те люди, которые говорят, что я хочу объединить или что-то сделать, этого нету. Я в первую очередь противник этого был. Почему? Потому что не было бы сегодняшних спор. В первую очередь это. Фридман Фролов пишет: кумыкские земли от Тяркиста до Кизляра, от Кизляра до Дербента. Так это или я ошибаюсь? Ошибаешься. Кумыкские земли никогда не были на такой территории. Да и до Кизляра не были они никогда. Кумыкские земли были в области Тарков. То есть область земли Шамхала Тарковского. Вверх, что было до Дербента, я не могу сказать. Это ваша личная инициатива, это ваша личная тема. Верхней части я не знаю, врать не буду. По крайней мере, говорят, что вплоть до настоящего там, как он назывался, сейчас ныне, Каспийск, кажется, этот город назывался. Якобы до него
прибрежной части якобы были. Я такое слышал, где-то читал. Не могу сказать однозначно, это раз. Что касается междуречия Терека и Сулака, эти земли не были. Само собой, левая сторона Терека, мы граничили не с кумыками, левобережье, мы граничили с нагайцами, с Ногайской степью. Нагайцы это не все-таки, как говорится, это не кумыки. Это, даже честно скажу, более монголоидная раса, нежели чем как бы сами кумыки. И сейчас я Хамзат задонатил. Хамзат Эхшбатой Берзлай. Вот такой донат задонатил. Я чувствую, это мой брат по тейпу Хамзат. Хамзат Далсадуэл. Возможно. Не утверждаю, не знаю. За поддержку огромное спасибо. Далсадуэл Будиснак Эзершка Соудо летел. Вот так вот. И сообщение. Да, возможно. Нет. Ты не переживай. Всего. Ну, какая тебе разница? Вот скажи мне, какая тебе разница? Все вместе взятое 1500 и не нужно тогда, наверное, короче, достал ты меня уже, идиот, что с дебила возьмешь. Где-то с 15 века, кажется, с 15-16 века уже начали переходить Сулак и заселять эти земли. Область уже Кизляра, верхняя часть Кизляра. Эти земли, которые был выход у чеченцев когда-то на Каспийское море. Эту местность уже потихоньку заселяли. Но не плотно были заселены кумыки. Приблизительно со времен Ермолова пошли вверх по Тереку, пошли вверх по Сунже. Брагуны, и дальше вверх по Сунже. Даже доходили до Назрани, крепости Назрани, до этой области. Кумыки заселялись, подселялись. Ну, дело в том, что не в обиду, конечно же. Мы говорим про историю, здесь не должны обижаться. Они были в основе своей, ну, вот эти письма, которые я опубликовал, они были в очень хороших отношениях. Как и некоторые кабардинские князья, шамхалы были в хороших отношениях с царской администрацией, то есть Российской империей. И они позволяли им поселяться, и они, само собой, расселялись по этим территориям обширным. Ну, в основном вдоль рек, это по Сунже и по Тереку. Вот. Ушли ли они далеко? Ну, насколько я знаю, дошли они до Верховья, ну, до Ингушетии они дошли по Сунже, до Моздока они дошли по Тереку. И вот смотрите, Сунжи их везде выбили, кроме как, ну, выбили, имеется в виду, уже их сейчас нету, кроме как в Брагунах немного остались, немного в Гудермесе и Виноградном. Это там, где остались кумыки. По Сунже я имею в виду. По Тереку они остались в Моздоке. В пригороде Моздока большая диаспора. Они остались в Виноградном. На Теречном районе очень маленькое количество, то есть единицы. И дальше, ну, в Кизляре, в Черленом. Это по Тереку я вам говорю. Вот где они остались. Ну, там о Кизлярском районе, остальное это как бы к нам не относится. Имеется территориально. Нагайцы остались только в Шилковском районе, в 2 районах. И в Черноречье небольшое количество. Не в Черноречье, а в Черленом. Простите.
Вот. Андийцы проживают, небольшое количество проживают по Тереку в Моздоке, на Теречном. Да, на Теречном, в Червленном. Дальше в Гудримесе, вот в эту область тоже немножко андийцы проживают. Ассаламу алейкум с Кизляра. Ва алейкум ассалам. Вот. Вот так вот. Насчет кумыков я вроде бы ответил. Чеченцы сами говорят, что Гудримес это кумыкский город. Чеченцы тебе говорить такое не могут. Тот, кто тебе это сказал, он или не чеченец, или не знает своей истории вообще. Вот. По крайней мере так. Ты уж извини, но то, что там проживают кумыки, это не делает его кумыкским городом. Вот. Кстати, мне задавали вопрос по брагунам, кажется, задавали вопрос и говорили, что там, кто брагуны или от брагунцев, то есть это во времена там от англичан или нет. Но есть тюркская версия, да, вы знаете, что вы должны знать. Барган, кажется, его звали, якобы какой-то Шамхал или хан кумыкский, что он основал. Но, еще раз, вне всякого сомнения, эти земли, плодородные земли, большие вот эти степи, междуречья Терека, Сулака, вниз течения Сунжи, были заселены кумыками, то есть на них разрешение на эти все земли получили от царской России. Документы я тоже опубликую, вы можете посмотреть, никаких проблем с этим нету. Все документы, проблема тех людей, кто говорит, что нет, еще до царской России они были наши, проблема в том, что документы царской России сохранились. Договора, с кем они заключали, кто просил прощения, то есть чтобы эти земли отдали им и так далее и тому подобное. Они все остались. Нравится вам или не нравится этого. Вот. Жили ли там чеченцы? Конечно, жили. И в Брагунах жили, и в остальных местах, где проживали кумыки. И в Виноградном жили чеченские семьи, какие-то определенные семьи. Скрывались или жили. Они везде, то есть на своей территории здесь проблем как-то таковой нету. Переселялись и сегодня, или кажется 3 дня тому назад, один из подписчиков очень гневными комментариями прислал, что якобы какой-то представитель наших соседей, кумыков, прислал ему там, что чуть ли не Гудримес наш, там все остальное наше. Но вы знаете, это не в первый день. Для меня ничего нового в этом нету, потому что есть везде нарнийцы. Нормальные люди нормально живут, работают, и никаких проблем с этим нету. Тут речь не в национальности, речь в истории. Ну, кому-то нравится история, кому-то не нравится история. И должны понять, что кочевые племена должны понять, что они появились здесь и ассимилировались с местным населением. И это кочевые племена, они не зародились здесь и не были первыми. Они не имели права говорить, что мы... Хотя, честно скажу, я читал многие записки даже. Но я почему-то уверен, что из-за того, что они были очень хорошие, то есть у них преемственность, князья, шамхалы, то есть это в царской России было нормально. И они понимали друг друга. И они были, я не говорю все, но большей части они были лояльны царской России. И они получали все... они получают все привилегии в это время. И за счет этих привилегий, я думаю, многие ученые начали уже в то время говорить, или по совету, я не знаю, начали говорить, что якобы они являются автохтонным народом Кавказа. Что не является
Ну, мне кажется, что это немножко притянуто за уши, если не очень сильно притянуто. Но это было когда? 800 лет тому назад они пришли, или 1000 лет тому назад, или 500 лет тому назад, грубо говоря. Но не 500, это уже не 500. Ну, в 13 веке, если они появились. Они говорят, что нет, якобы хазарский каганат, во время хазарского каганата, что вот они были вот этими кастами воинов и так далее и тому подобное. Якобы управленцы были евреи, а вот остальные воины были они. Ну, даже возьмем, хорошо, пускай это будет так, гипотетически. Я не утверждаю это. Хотя есть ученые, которые утверждают, что частью хазарского каганата якобы потомки кумыков являются. Там некоторые ушли еще намного дальше, там говорят, что они кемерийцы, что они сарматы или гунны. Хотя гунны это все-таки северо-китайские с области северо-восточного Китая племена. Ну да ладно, если они считают себя ими, для меня это никак, как говорится, не имеет для меня разницы. Но если они во время хазарского каганата, хазарский каганат просуществовал с 7 по 10 век. 300 лет. Они говорят, что они потомки хазарского каганата. Все равно это пришлый народ. Это пришлый народ. Как бы они ни говорили. И нагайцы. Любые. Такие. Как бы это сказать-то. Красиво, политкорректно. Любые кочевые племена, они пришлые. Любые. Они смешались с местным населением и осели здесь. Кто-то раньше, кто-то позже. Калмык, нагаец, кумык. Без разницы. Это просто во времени, когда кто пришел. Раньше или позже. Вот. Поэтому, не знаю, сами решайте, кто здесь прав, кто нет. Вашлам, я работал на восстановлении населения Хой, там я встретил рабочего по национальности андиец, он говорил, что он происходит от чеченцев. Да, есть такое, абсолютно верно. Есть андийцы, которые произошли от чеченцев. Доказательства мы тоже опубликуем. Там, где вздымаются скалы и зенит, замок незыблемого в мире под лунным, словно атлант несгибаем стоит, замок 7 храбрецов, ему имя, памятник славы Дзумса боевой, Мамакаев. Мамакаева, к сожалению, недостоверной информации очень много. Ерж вайком туамбичхен, дехкисан дебба, неизбах, кто считает себя гуннами, умки. Кстати, Башлам, говорят, китайцы-то оседлые монголы. Я не знаю, вполне возможно. Не читал об этом. Хотя, как теория, вполне возможно. Несмотря на жестокую критику Сайдаева и твою, Бузуртанов продолжает античеченскую пропаганду. Не кажется ли тебе, Башлам, что нужно адресные меры против него? Ханс Шхазенбек. Смотри. Во-первых, то, что я сегодня говорил, в основном, хоть я не называю его фамилию, в основном, чтобы людям было понятно, я показываю и разоблачаю его. Для того, чтобы адресно, нельзя так говорить адресно, почему? Потому что это все-таки исследовательские работы. Если он лжет, если он врет, нужно это опровергать. А опровергать нужно или вместе, или я один это должен делать. В данной ситуации, пока эти тейпы не услышат, что они говорят, и не проснутся, и не примкнут к нам вместе, хотя среди них должны быть, потому что есть блогеры, ютуберы, которые среди них там но никакого опровержения как таковой не было сделано. А опровержение, которое было, что они от великих атлантов, появился их тейп, с такими людьми, мне не по пути. Или он говорит, мы ногчи, мы чисто ногчи тейп, и мы знаем свою родословную, и что вообще по сути версии появились на Кавказе там, в таком-то веке, а наш тейп существует такого просто одного этого, или генетическое доказательство, что
предъявить и рассыпаться. И уже сказать, вот с этой ученым, это лжеученый, он сплагиатил у этого. Этот чувак, который сидит там с сербскими казаками рассказывает, это лжец, он не является историком, этнографом. Он просто сказал, я где-то услышал, что это произошло. Вы не забывайте, что есть некоторые политкорректные вещи, которые люди ради этого, чтобы прекратилась там война, начинают рассказывать свои сказки, бабайки. Вот мы-то на самом деле вместе дружили. Да, с терскими казаками очень много воевали. Да, были ли браки? Да, были. Воровали у них женщин. Женились на их терских казачек, красивых, очень красивых девушек. Делали это гуноевцы, или варандоевцы, или цечоевцы, или сделали это какие-либо другие чеченские тайпы. Ничего в этом нету. Хазилла, Едина женились и каким-то образом примирились. Но казаки никогда не любили чеченцев, и чеченцы, честно сказать, никогда не любили казаков. Я не знаю взаимоотношения, какие были у ингушей с казаками. Это их личное дело. Я в данной ситуации говорю только по нашей истории. И мы сами должны разобраться и сами должны эти вещи убрать. Наши вот эти шутки, наш тупой фольклор, тупой в этом смысле, когда мы начинаем шутить и рассказывать байки про Воронцова, или рассказывать байки про гуноевцев, или эрсиноевцев. Эрсной большой чисто ногчий тейп, которые сегодня имеют очень высокие посты, имеют очень хорошее финансовое влияние. Почему они не могут? Они написали вот такую толстую книгу, Эрсной там, допустим. Если пишут люди вот такую книгу, они должны, по крайней мере, быть в теме, которые сидят в интернет-пространстве, или, по крайней мере, спросить, есть ли что-то про нас, или объединиться. Уж кто, Асламбек прекрасно знает это. И он сегодня, мне прислали ссылку, он где зачитывает комментарии Асламбека. Клуб любителей, как там, изобретателей, кого он там изобретает или любит, я не знаю. Но факт, что он ютуберский блогер, который там много чего показывает, да. И его вопрос, контраргумент был, честно скажу, вообще неубедителен. Я на его месте сел бы и рассказывал. Опять же, не увлекаясь какими-то там Троей или Александром Македонскими, не рассказываю, что с тех пор идет наш тейп. Не надо вот эти вот далеко заходящие разговоры. Достаточно того, что если он даже скажет, что вот с 14 или 15 века наш тейп есть. И он вот, или он является одной из главных ветвей чеченских тейпов. Если он гар, то от кого он откололся? Вот какую работу нужно провести. Я уж не говорю про генетику. Понятная генетика J2. А если J2 это Эрси, то получается 86% Русик говорит, что они остальные тоже от этого. Опять же Гуной в основном это J2. Как и Туркой, это тоже J2. Этот дебил конченый, я не знаю, как можно. Он рассказывает про 0,2 турков-месхетинцев, которые переселились с Грузии в Чечню, их вообще единицы с Наурского района, он говорит, среди вас же есть они, как будто бы их, я не знаю, 10 тысяч, или там даже одного села нету турков-месхетинцев здесь. Опять же, переселенные из Грузии, депортированные из Грузии. Ну так, если судить, да, есть украинцы, русские, терские казаки, нагайцы, кумыки, аварцы, дидойцы, андийцы, кого я еще не все, азербайджанцы, грузины, армяне, немного вообще, единицы, но есть армяне. И есть. Вот правда он рассказывал, что 2 еврейских тейпа, я только не понял, где это среди чеченцев есть еврейские тейпы. Может он мне расскажет об этом? Заодно расскажет, какой у них ДНК? А не J2 ли у них ДНК? Если есть. А если, опять же, они сдадут ДНК и у них покажет J2. Примерно я говорю. J2. То получится что? Что 86% его, там, грубо говоря, перечисленных являются такими же горскими евреями.
Он тем самым хочет показать палитру, разбавленность. Вот вы сформировались за счет этого массива, прибывших массивов. Эти байки и сказки, это со времен Ермолова. Это Ермолов рассказывал, Поттер рассказывали, за счет прибывших они усилились. Но еще раз я вам повторюсь, после этого изменилось очень многое. И мы сегодня призываем, как мусульмане, эти последние 4 года мы говорим о чем? Если они получили политическое убежище на территории нашей Родины, они становятся гражданами этого региона, и они под покровительством Нохчи народа. Но они не сами Нохчи народ. Не путайте Гоголя с Гегелем. Это разные вещи. Адресное или продвижение его пропаганды. Ну, вы должны быть моей опорой и поддержкой. Где вы? Вы мне нужны. Понимаете? Десятки тысяч подписчиков. Приглашайте своих однотейповцев. У кого есть YouTube, пускай подписываются все. У кого есть Instagram, пускай подписываются все. Вы этого не делаете. Огромный тейп Эрсной этого не делают. Огромный тейп Гуной этого не делают. Огромный тейп Варандуай этого не делают. Небольшой тейп Рикхой этого не делают, примерно. Хотя рикхоевцев у меня очень много подписчиков. Начиная с Америки, с Канады, Рикхой подписаны. Это ваша вина в первую очередь, мой дорогой подписчик. То, что мы не можем ответить, потому что вас единицы. У меня здесь макажоевцы, садоевцы, там если есть. И каждый как лебедь, щука и рак. Меня не касается. Меня там не упомянули, да и ладно. Почему смотрит огромное количество остхоевцев у меня? Или Мелхи смотрит огромное количество. Герой смотрит, ауховцев смотрит. А вот остальные, вот они считают, вот понимаете, вот им кажется, вот зачем вот это несерьезно. Но вас оскорбляют, вас унижают, вас обвиняют в том, что вы полукровки, нечистокровные. И это вина не Башлама. Это не моя вина, это ваша вина. Ваша вина в том, что вы не объединяетесь, не подписывайтесь, хотя бы время от времени не заходите, не смотрите, а что же происходит там у нас, в нашей древности, истории, географии, адатов и всего остального. Как будто я вас за вас, каждый ваш эфир вы мне должны платить, или я вас что-то требую. Я у вас ничего не требую. Я требую и прошу единства нашего народа. Да, мы придерживаемся какого-то моратория, не переходим. Я еще раз говорю, мне не нужно изучать и рассказывать их историю или обвинять. Это сделать не проблема. Но я не против там тейпов или тухлума. Я против конкретно лжецов. Я опять же даже не называю всю фамилию, я называю определенного человека, который врет. Вот ты генерал стратегического назначения. Он сам себя таковым назвал. Я говорю, вот ты, Русик, извини меня, ты балабол, сказочник и лжец. Вот о чем я говорю. Куда еще адреснее может быть. Не задевая, не трогая соседей остального. Вы не объединяясь, ничего не делая, вы хотите, чтобы кто-то вместо... я вот сейчас в данной ситуации не про тебя говорю, Ханс Шварценбек. Я не про тебя, я вообще говорю. Вы считаете, если объединиться вокруг своего брата чеченца, это постыдно, что ли? Или это как-то унизит вас, принизит вас? Нет, друзья мои, так дело не делается. Если у вас есть сильнее там, я не знаю, исследователь, блогер, пожалуйста, вокруг него хотя бы объединитесь и покажите достойный ответ. Разоблачение покажите. Разоблачение исторической лжи, подлости и недостоверности.
если вы не хотите, и сами не делаете, и не помогаете тому, кто это делает, хотя бы тем, что вы подпишетесь, соберетесь вместе, так чья в этом вина? Почему мне надо на протяжении, там, не знаю, 4 лет каждого там просить? Я вам сказал, делайте вырезки для WhatsApp, для чего-то. Приглашайте, скажите, подпишите. В группах своих раскиньтесь. Вот у кого есть Инстаграм, подписывайтесь. Вы же сидите на рассылках, купи-продай, авто всякие сайты, телочки, метелочки сайты, губки-мубки сайты, шубы-мубы сайты. Везде вы сидите. А вот что реально важно, потому что это ваше будущее и прошлое, вам как, ну, зачем? За это не платят, не важно, не нужно. А потом вас люди обвиняют, вас обвиняют, ваших детей обвиняют. И чем дальше это пойдет без опровержения, тем больше это ляжет на вас бременем. На вас, я говорю, про любых, кого в чем-то обвиняет и кто не защищается достойным образом. С точки зрения науки, я говорю. Я не говорю рукоприкладство, никогда в жизни никого к этому не призывал. Научным способом, книги, доказательства, ДНК, не ДНК, зайти в прямой эфир со мной, допустим, провести дебат, сказать, я такой-то, я знаю это о нас, я знаю это. Что там за болтун чешет, я хочу сказать это. По крайней мере, вот так как-то. Не материться, не оскорблять, не какое-то физическое воздействие. Только с точки зрения исследования науки. Я вам помогу, я вас поставлю на путь, по крайней мере, так, как я умею. Если это вам нужно. Если не нужно, тогда оставайтесь и не упрекайте меня. Я буду это делать так, как я могу, и небольшими дозами. Потому что Нохчи народ, он большой. И всем нужно насытиться. И я в первую очередь буду с теми, кто со мной. Если больше со мной будут Рикхуай, я буду отвоевывать Рикхуай в первую очередь. Если больше со мной будут Мялхой, я буду с Мялхой. Если Уарстхуай будет со мной больше, я буду с Уарстхуай. Тирвай, Цуантрой, без разницы. Те, кто со мной и меня поддерживают, я с ними буду. В данное время больше всего меня поддерживают, грубо говоря, шароевцы. Эти братья-волки, которые мне максимально пытаются всем помочь. Или Цуантрой. Один брат, который тянет за всех Цуантрой, ты фактически со мной тянет, ну извините, там, мазу или не знаю, технически помогает, всем помогает мне. И я рад, и мне нравится. И я когда информацию какую-то нахожу про его тейп или про его село, я в первую забрасываю его, потому что он моя спина. Он меня прикрывает. Не помогая ничем, не прикрывая, не подтягивая людей, не делая ничего, вы хотите максимальной отдачи, и чтобы я прямо... Но я не могу. Я не могу так сделать. Я не выполняю чьи-то заказы. Я говорю об истории. Вот о чем я говорю. И что важно, в первую очередь, важно для народа в общем. Народ важнее для меня. И первичнее. Ну, религия, само собой, я прошу, не надо сейчас сразу переходить. В первую очередь религия, потом мой народ. Уж только потом тейпы. Ну, религия, родина, народ. Только вот родина главнее или народ. Народ не может без родины, и родина не может. Ну, тут разницы нету. Я все-таки думаю, возьмем с точки зрения морали. Все-таки религия, народ, родина, тейпы и дальше. Вот так будет правильно. Прошу на меня Ханс Харценбек, прошу не обижаться, если я вдруг много так долго отвечал. Башлам не Анди, а Анди от Нохчи, то есть Анди, я говорю, Анди называют на чеченском, а не Анди. Андуай будешь. Руслан Битоков, есть ли Карачая местный, откуда тюркский язык? Это вопрос ко мне, Руслан?
Башлам, дагестанцы говорят, что часть казино принадлежит им, но я слышал, что эта часть принадлежит Тейпу Эрсну. Часть, на которую они претендуют, принадлежит Тейпу Эрсну. Эрсну не может претендовать казино Ам. Почему? Потому что, честно сказать, я такого не слышал никогда, что он часть принадлежит Эрсну. Что касается части Дагестану его передали только в 1983 году. Это есть, это понятное дело, и тут что часть казино Ам принадлежит Эрсное, я не знаю, такого никогда не слышал. Эрсная гора находится рядом с моей горой родовой, Эршбатой. Эрсная это рядом прямо две горы. И мы не живем на берегу казино Ама. А значит, маловероятно. Вокруг казино Ама в основном находится и рядом находятся Чеберлоевские тейпы. Поэтому чисто даже гипотетически это невозможно. Что касается, что им принадлежит эта часть озера, это уже из области, не знаю, может быть какой-то фантастики. Башлам. В Шаройском районе в селе Кенхи живут чемалинцы, андацезы, малочисленный народ. Еще раз. В Шаройском районе в селе Кенхи. Про селение Кенхи я сказал. Кто бы там ни проживал, чамалинцы или это малочисленные народы, или, не знаю, любые другие народы, каратинцы, или как бы их вы ни называли. Но само селение и земля находится на территории Нохчичу, а остальные это те люди, которые получили убежище на нашей территории и остались жить здесь. Поскольку мы никогда не отказывали своим соседям в убежище или в земле. К сожалению, это наша большая ошибка. Так до Тюркского, кто они были? Я чувствую, это мне задал ты, Руслан, вопрос. Вообще-то они были, это остатки Аланского царства. Брат мой Руслан. Башлам, хочешь, зачитаю, или из которого списан гимн. Это перевод двух русских исследователей 70-х годов. Давай это будем с тобой в личной переписке пока. Родина главнее Башлам, а народы разные. Знаете, в данной ситуации не народы, я этнос имел в виду. Если вдруг, чтобы было понятно. Родина важнее не может быть, потому что без народа, родина зачем? Без этноса зачем эта родина? Всевышний Аллах, люди, то есть твоя семья, твой этнос, твой народ, и земля, на которой они живут, я исходил из этого. Логически. Можно сказать, кто-то может сказать, что родина важнее, чем этнос. Опять же, это, знаете, зачем мне машина, если нету человека, который может ей управлять и ездить на ней? Смысл этой машины? Она будет просто стоять, и нету в ней ни души, живого ничего нету в ней. Пока не появится человек, который будет управлять ею. Исходя из этой логики, я вам говорил, что этнос важнее, чем родина. Только у меня великая ненависть. Нельзя говорить, ненависть нельзя, это неправильно. Ненависти не должно быть никому, только к врагам. Башлам, совсем недавно передали, получается, тогда что они права качают на него, Башлам? Озеро же с землей, или как, значит, не просто озеро, кусок земли передали. Передали часть земли с частью озера. Не просто кусок озера. Как Путин, понятливо. Но я тебе объясняю, говорю, там где-то 30% казино Ама вместе с землей, там есть на этой карте, опубликовал. Я опубликовал это, я и повторно еще раз опубликую, покажу вам часть, которую передали им. Это никакого секрета нету. Некий Боков передал Ингушетии, Дагестану эти земли во времена правления Данилова. У нас 6 минут, задавайте вопросы, друзья, у меня не так много финансовых возможностей, очень ограниченные, к сожалению. Мы уже 3-й час
3 часа провели в эфире, поэтому без обид. Задавайте быстрее ваши вопросы. Башлам, а в чем смысл передачи этого? Я не знаю, честно. Смысла я нигде не видел. Так, и кто-то задонатил. И задонатил брат Заурбек. Заур задонатил, Биноевский. Ну, как я обещал в начале и в конце, Заур, Аллах дался, дойл, будущность, эзершка содолтил. Огромная благодарность всем. Сегодня их 1, 2, 3, 4 и 5 человек сегодня задонатили. Всем 5 огромная благодарность. Дался, дойл. В совокупности на сегодняшний день, чтобы не было, как бы, не думать о Сахайле Акундац, мы собрали 2 рубля. Ну, вы понимаете, 2 это имеется в виду 2000. Аллах дал саадуэл, будиснек эзершка соудуэлетил, дал духдах дуэл. Если есть вопросы, задавайте завтра касаемо завтра. Если вдруг не будет никаких-то ЧП, никаких-то технических непоняток, эфир у нас бывает всего лишь 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. В воскресенье прошлое не смог. Я вам рассказал, что такая ситуация произошла. Боков лучше будет произошел. Больше не буду приставать. Руслан, я же ответил на вопрос. Да, приставать ты не пристаешь. Вопросы задавай. Когда ты потерялся, я немножко даже переживал, думал, что-то с тобой произошло. Так что наши братья-адыги, мы всегда вам рады. Приходите, задавайте вопросы, и мы будем общаться. А то, что они переняли тюркский язык, ну, что тут поделаешь? Переняли и переняли. Ладно, тут уже ничего не изменишь. А остальным всем огромная благодарность. Всем благодарность моим ютубовским братьям, которые тоже сегодня подключились чуть-чуть позже. Если вы в ютубе не увидели первую часть нашего вопроса, зайдите на канал в инстаграм bashlam.39. Вот здесь написано. Как в ютубе, только без лайв. Зайдите, аккаунт открытый, там вы увидите первые полчаса или минут 40 нашего эфира. То есть до того, как YouTube подключился, наш брат Ибрагим немножко задержался или не знал, что в четверг мы проведем эфир. Это еще Адам. Адам, Адам, я хотел тебе сказать, что я опубликую это видео насчет Элегдари. Я опубликую, посмотришь, ты поймешь, о чем я говорю. Обязательно. Номер Аслурионховик. Хотя мы с тобой часто видимся в мечети, междик чуагов шуэши сунаетля. Сунаёхты иройшу, онсо ойшу. Но да, номера я это мы обязательно продолжим эфир. Просто сегодня я из воскресенья не смог, я вам сказал, Тейзет-Алир. Я сегодня решил, вчера еще не получилось зайти, Заур сегодня помог нам провести сегодняшний эфир, поддержал нас немного, поэтому сегодня спокойно смог я после ряда устранений вопросов устранил и смог провести эфир. Завтра в 10 часов или в 11 часов мы проведем эфир. Всем не забудьте подписаться на YouTube канал. Через YouTube, если смотрите, постарайтесь зайти через VPN. Это немножко помогает развиваться нашему каналу. Приглашайте в ваших WhatsApp группах, родовых, семейных группах, тейповых группах. Распространяйте наш канал. Максимально все приглашайте. Поверьте, ваш один тейп без единого народа и без нашей общей истории Родины ничего не значит. Поэтому нам нужны общие усилия. Тогда вам будет проще с меня спрашивать и говорить, мы все с тобой, Башлам, а ты ничего не делаешь. Если я не буду делать или и так далее и тому подобное. А обсуждаем мы здесь не только тейпы, не только нашу историю. Мы обсуждаем историю, культуру, традиции, фольклор. Все обсуждаем, но кроме политики. Политику не нужно. Фактически это все вместе взято и есть политика. Но я говорю, какие-то политические дебаты, он прав, здесь убили, здесь похитили. Я этого не говорю, потому что этого и без меня достаточно. И я не хочу
не задеть, не обидеть ни одного из моих подписчиков, чтобы с ними что-то плохое произошло. Даже если они плохие, я не хочу, чтобы было плохое. Я хочу единства моего народа. Я хочу, чтобы мы были едины, учились, жили и размножались. Чтобы мы достойно могли выйти из прошлого, из высоко поднятой головой и шли в будущее. Вот о чем я говорю. Башлам, у осетины есть предание про род Арсахтагатта. Он породил всевсех нартов. Научные труды считают, что это Орстхой. Есть Орстхой, Арстхой, Ахсартагатта. Что думаешь? Насчет, что они Орстхой, это, по мне, небольшое заблуждение. Опять же, нарты или существование нартов, это в основном легенда про рослых, здоровых воинов. Опять же, у нас есть свои легенды, у вас, у аланов есть свои легенды, то есть имеется в виду у осетин, у там, адыгов свои легенды. И везде упоминается в той или иной мере нарта. Это неизученная легенда, которая нужна. Но почему их сравнивают с Орствой, я могу понять. Потому что Орствой это были боевые фратрии у Нохчи народа. То есть это были некое воинское подразделение, которое защищало Черные горы, это предгорье, не запускало вглубь самое важное в сердце нашей Родины. Это была каста воинов. А каста воинов выбирали, само собой, устрашающих, больших, здоровых. Их можно сравнить. До сих пор в чеченских традициях есть Нерчсан Дагмыштин. Здесь имеется в виду огромного телосложения, здоровый, рослый, сильный. Вот к чему. Сегодня не все Орстхуа являются здоровые, двухметровые воины. Само собой, нужно понять. А как формировалось? Они опять же формировались из самых рослых, сильных. И вот так собирались Орстхуа. Вот для этого. Поэтому по крови они не все друг друга близко родственны. Вот так формировалось, вот вообще считается, что формировалось. И из-за этого именно сравнение Орстхуа и нартов, я считаю, вот из-за этого происходит. Непосредственно из-за того, что они были, и эти воины были, и нарты считались одними из таких рослых, высоких воинов. Вот поэтому я думаю их сравнивать. А так доказательной базы фактически ни у кого нету. Кем же эти нарты были по национальности. А легенды, мифы есть и у карачаевцев есть, опять же, и у адыгов есть, и у осетин есть, и у нохчи есть. Я не знаю, есть ли у дагестанцев, думаю, и у ингушей тоже есть. Так, башлам, номер еще так, мегер дохонба. Я тоже призываю всех к этому вежери воигоуши на остихалдез. Будем размножаться самогатли бах. Ингуши говорят, что они... Давайте без ингушей. Нарт арстхуай хили, не нерс нарт арстхуай. Ну, есть нарт арстхуай, шхилла оль. Опять же, доказательной базы, к сожалению, кроме как легендов, мифов нету. Что они были именно только они. Опять же, я думаю, это название закрепилось за Орстхуа и используется Орстхуа только потому, что это была каста воинов. Хотя некоторые и не соглашаются с этим. Но это дело каждого. Мы же будем изучать историю и говорить. Орстхуа я имею в виду только про тех, кто проживает на территории Нохчичу, чтобы не было обид. Что там у вас в Ингушетии и как вы относитесь, я к вам никаких отношений, ничего не говорю. Я только за своих Нохчи Орстхуа. Почему? Потому что дихабол Орстхуашен, они все хабеш сабуешь, но я говорю за своих Нохчи Орстхуа, дабы не было никакого конфуза и не было каких-то недопониманий. Всем огромное спасибо. Уже скоро людям надо спать. Все-таки завтра у многих рабочий день. Завтра Рузбанде. Не забывайте подписываться, приглашать новых подписчиков. Если будут вопросы, пишите в Инстаграм, в Директ, в Ютубе.
Данные мои есть, Facebook, Telegram, ВК, везде мы есть. Огромная благодарность всем, кто помогает. Особая благодарность. Мы с вами увидимся завтра, иншаллах рахман, если все будет хорошо. Если вам будет интересно, конечно. Завтра 30-е, и все-таки все, любители Нового года у нас-то тоже есть, наверное. Ну, как говорится, пообщаемся с остальными. Мастера Бюстек Алеолейл, Буэй Связи Аду, Адиквел, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.